Здравствуйте! Вы смотрите телевизионный альманах Русского географического общества. Начать программу хочу с освещения очень важного в жизни башкирского регионального отделения события – годового общего собрания. На нем действительно члены РГО подвели итоги 2018 года и наметили планы на текущий год. Не обошлось и без сюрпризов, но об этом в нашем следующем репортаже. Вот так неожиданно, но абсолютно по-географически, звуками тибетского бубна в руках председателя регионального отделения РГО открылось годовое отчетное собрание. С приветственным словом к активистам Русского географического общества в Башкортостане обратился заместитель министра природопользования и экологии Ильдус Яхин. Мы вместе делаем много интересных дел в республике, продвигаем нашу республику в целом в Российской Федерации. Нас знают. Очень приятно, что мы на протяжении этих лет вместе. Все мероприятия, которые проводятся и министерством, и Русским географическим отделением, значит, башкирским отделением, оно всегда находит взаимосвязь. В докладной части собрания были затронуты важные для республики и страны в целом темы, касающиеся деятельности регионального отделения. В частности, Екатерина Богдан, заведующая лабораторией Республиканского научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности, рассказала о геопарках Башкортостана и перспективах их вхождения в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Эта тема сегодня активно обсуждается. И главное, наша республика в развитии геопарков намного продвинулась в сравнении с другими регионами России. В Башкортостане сегодня 2 геопарка, один из которых уже встал на ноги и делает первые шаги на вхождение в глобальную сеть ЮНЕСКО. Второй геопарк только родился, и ему для подачи заявки предстоит сделать много работы. Геопарк Ингантау имеет выгодное географическое положение. Он расположен на стыке 4 регионов России. Через его территорию проходят федеральная и региональная трассы, железная дорога. На территории геопарка находится более 20 уникальных географических объектов. 3 из них имеют международное значение – разрезы Мечетлино, Лука и гора Ингантау. Сегодня разработано 20 туристических маршрутов по территории геопарка. Работает визит-центр, разработана маркетинговая стратегия и план развития. Этот проект он отмечен на уровне России, то есть авторы проекта стали лауреатами премии Росгеороснедра. Сам проект, модель управления геопарка была рекомендована Комитетом российским международной программы по геопаркам и геонаукам для других регионов. Второй наш геопарк Таратау был недавно создан указом, временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым. Его территория не менее уникальна. Однако, чтобы подать заявку на вхождение в глобальную сеть ЮНЕСКО, предстоит провести много работы. Спасибо вообще, что существует РГО в Республике Башкортостан, потому что помогает понять возможности, свои потенциальные возможности ребятам, свои потенциальные возможности педагогам. Ведь столько проектов интересных, важных, новых, в которых мы смогли поучаствовать благодаря именно нашему вступлению в РГО. С докладом о деятельности Орджоникидзевского местного отделения РГО на собрании выступила председатель местного отделения, директор эколого-биологического центра «Лидер Эко» Оксана Кудринская. В частности, она рассказала о работе с подрастающим поколением. Итоги международной образовательной акции «Географический диктант» подвела доцент Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Загира Латыпова. В прошлом году Башкирия стала лидером в России по количеству участников и площадок для написания диктанта. В 2016 году в России уже было почти 1500 площадок, да? У нас в республике 87 площадок было. И мы уже в 2016 году заняли 2-е место по России по количеству площадок. Участников по России было более 92 тысяч, а у нас в республике было более 6 тысяч. Цифры еще совсем небольшие. В 2018 году уже принимало участие 97 стран, где было создано 3500 площадок, 3532 площадки, и из них 416 было в нашей республике. Если обратим внимание, то более 10% со всего мира, да, у нас в республике.
Еще об одном проекте РГО «Профильные смены. Мир открытий» рассказала методист городского эколого-биологического центра Ольга Гизатуллина. Команда делегации Новосибирск и Башкортостан нас очень хорошо все знают, потому что у нас все есть, всегда все. И это, конечно, большая заслуга Закиры Бадридиновны. Вот действительно вам большое человеческое спасибо. Приезжает в Башкортостан, у вас все хорошо, прям очень приятно, бальзам на сердце. Вместе с тем, организаторы поездок школьников из Башкортостана в лагеря Артек, Орленок, Смена и Океан отметили негативную тенденцию. Каждый год в эти лагеря едут одни и те же дети. С чем это связано? Банально, но по конкурсу проходят те, у кого грамотно составлено портфолио. Ребята, один раз правильно оформившие его, становятся постоянными победителями. Большая же масса детей и их родителей, к сожалению, не уделяют должного внимания составлению портфолио. Проект был запущен в ноябре 2017 года, и в ноябре, в конце ноября пришло положительное решение с фонда президентских грантов о том, что наш экопросветительский проект, он будет поддержан. Сумма 500 000 рублей, 466 тысяч, и в проекте было охвачено более 5500 человек. Наталья Левушкина, председатель Демского местного отделения РГО, директор детского эколого-биологического центра «Росток», недавно реализовала грант президента Российской Федерации на создание Центра общественного мониторинга состояния окружающей среды и здоровья «Экопост». Как удалось это сделать? Что нужно для того, чтобы выиграть президентский грант? Участники собрания услышали много интересного и полезного из уст докладчика. С анализом работы местных отделений в 2018 году выступила исполнительный директор регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан Рима Галеева. В ее докладе прозвучали убедительные цифры. Около 40 крупных мероприятий РГО охватили за год более 42 тысяч участников. Это международная акция «Географический диктант», слет учителей географии, лектории РГО, проекты «Уральский барс» и «Башкирская кругосветка», различные интернет-конкурсы. Кроме наших общих проектов, местное отделение организует и проводит в муниципальных районах свои мероприятия по плану. Одно дело, конечно, организовать и провести, другое дело умение все это вовремя, все происходящее вовремя осветить в СМИ, в соцсетях и отчитаться региональному отделению. Конкурс местных отделений, который проводится второй год, показывает, что не все могут отвечать данным критериям и работать по такой схеме. Старейший действительный член Русского географического общества, заслуженный турист и путешественник, автор множества монографий, посвященных туристическим маршрутам родного края, Вадим Марушин в своем выступлении предложил региональному отделению выпустить книгу, посвященную столетнему юбилею Республики Башкортостан. И предлагаю каждому из нашего большого, теперь у нас 75 комиссий, 75 членов ячеек, посмотреть и выдать по своему району, по своему городу хотя бы один очень хороший маршрут, описанный, все. Вот потом мы их собираем и потом будем издавать от имени географического общества. Но здесь я смотрю, я учитель, я сам что ни на есть горнили, я до сих пор работаю учителем географии. Очень многие здесь учителя, которые будут, им это пойдет еще в зачет во время аттестации. Это немаловажно. Плюс к тому, вот здесь сидят студенты, они тоже будут каким-то образом участвовать. Это очень интересная работа, особенно краеведческая работа, работа исследовательская, работа научная. Неожиданным для собрания стало выступление председателя Башкирского регионального отделения РГО Камиля Зиганшина. Известный писатель и путешественник, человек, сумевший за несколько лет поднять флаг Башкирского отделения РГО на ранее недоступные вершины во многих направлениях, сложил свои полномочия и попросил собравшихся принять отставку. В своем интервью в программе Камиль Зиганшин объяснил этот шаг. Здесь несколько причин. Первое, я должен больше сосредоточиться на так называемом литературном творчестве. Дело в том, что продюсер меня торопит с написанием сценария. Часть сценария участием моего товарища Салавата Вахитова написана, а продолжение еще не закончило. А финансирование, как сказали, уже на финишной прямой. Нужно подбирать
выбирать артистов, ну и так далее, приступать уже непосредственно к работе по реализации этого проекта. Это раз. Потом, понимаете, я убежден, что ротация необходима. Это свежие идеи, свежая энергия. Я отработал, это реально, это работа, это не просто какая-то общественная полуработа, это настоящая полноценная работа, отнимающая довольно много времени. Если я вот почувствовал, что 4 года я пахал, и результаты были. И сейчас они бы были, но хочется развиваться и расти дальше. Для этого нужен все же свежий человек, новый. У меня одни представления, у другого другие. Вот. И я убежден, что кандидатура Аброщенко Вячеслава Васильевича, очень опытного руководителя, организатора, активного путешественника, вот, это будет способствовать дальнейшему развитию нашего башкирского отделения Русского географического общества. Мы сейчас уже, в общем-то, в числе тройки лучших региональных отделений, но надо постараться, чтобы башкирское отделение было не в числе тройки, там непонятно, кто первый, а чтобы мы так отработали, чтобы у всех было понимание и убеждение, что нет никаких вариантов. Башкирское отделение должно быть со временем лучшим и первым в России. Вот такая задача. Камиль Зиганшин обратился к залу с предложением избрать на пост председателя известного в республике общественного деятеля, политика, путешественника, действительного члена Русского географического общества Вячеслава Аброщенко. Кстати, Вячеслав Аброщенко, как и Камиль Зиганшин, и директор Уфимского института биологии Российской академии наук Василий Мартыненко является учредителем отделения РГО в Республике Башкортостан. Собравшиеся большинством голосов проголосовали за ротацию. Новый председатель регионального отделения РГО предложил присвоить Камилю Зиганшину звание почетного председателя. Громадное спасибо за то доверие, которое мне оказали здесь, за то доверие, которое оказал Камиль Фарушинович Зиганшин, первый председатель Русского географического общества Республики Башкортостан. И, конечно, хочу сказать, что та работа, которая проведена за вот это время, а ее начал Камиль Фарушинович, надо отдать должное, работа проведена очень большая, и наша задача не остановиться на достигнутом, а продолжить выполнять то, что уже сегодня делается и сделано. В интервью программе Вячеслав Аброщенко обозначил приоритеты своей работы в качестве руководителя башкирского отделения РГО. Сегодня уже наработаны хорошие программы, хорошие направления проработаны. И, конечно, эти направления нужно продолжать работать. Ну, а новое, что бы я хотел? Конечно, нужно побольше сделать удар на молодежь. Побольше вовлечь их в то, чтобы они любили природу, любили свой родной край, были патриоты своей родины, республики Башкортостан. Конечно, надо отдать должное, что мы должны уделять как можно больше внимания путешествиям по России, по республике Башкортостан, по своим районам. Ведь есть сегодня опыт такой, что из одного района дети на автобусе переезжают в другой район и изучают там музеи, изучают достопримечательности. Я думаю, что это не такие затратные мероприятия, но они дадут свои плоды. Поэтому путешествие по России, изучение своего края, изучение тех людей, тех этносов, которые там живут, это очень большое дело. На общем собрании были вручены удостоверения Русского географического общества новым действительным членам. Василий Петровский-Каминский, потомок известных уфимских еврейских купцов. Объездил немало стран, но, главное, знает многие потаенные уголки нашего родного края. Кроме Торы, Василий больше всего любит путешествовать по Башкирии с фотокамерой. Каждый патриот своей страны, каждый патриот своей республики должен вносить какую-то, хотя бы незначимую, но долю познания географии своего родного края и изучения. Я также хочу внести вклад в развитие и познание географического общества своего родного края, Урала и России. 7 лет. 7 лет, да. У нас 4 возрастных категории, начиная с 5-летнего возраста. Повернись к фотографу.
Кульминацией мероприятия стало награждение по итогам года. Призы и дипломы получили дети, победители интернет-конкурса «Птицы Башкирии». Также на собрании отметили лучшее местное отделение Русского географического общества. В прошлом году рванули, недавно стали только, сразу на третье место. За 1 год на третье место вышли. Второе место заняло Янаульское местное отделение Русского географического общества, а лучшим отделением было признано Гафурийское. В качестве приза гафурийцы получили 50 тысяч рублей. Также благодарственные письма и дипломы вручили активистам регионального отделения РГО. Продолжит нашу программу рубрика «Познаем мир вместе с Русским географическим обществом». Сегодня у нас гость, действительный член РГО Александр Айдаров. В прошлом году он совершил восхождение до базового лагеря «Эверест» в Непале, а недавно вернулся из длительной экспедиции из Индии. Александр даже успел за 3 месяца принять участие в съемках художественного фильма в Болливуде. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Рустам. Здравствуйте, телезрители. Твоя поездка в Индию, наверное, не случайная, тем более после экспедиции в Гималайи. Какую цель ты ставил перед собой? Во-первых, в Индии я не первый раз. Я был в 2016 году. Я там жил тоже целый месяц. Ну, в основном я путешествовал с группой, и мы передвигались постоянно из Дели на север, потом на юг, один из самых южных штатов Керала. Вот. И тогда у нас был выезд такой экскурсионно-ознакомительный, и мы в основном ездили по различным храмам. Также ашрамам – это территории такие храмовые, комплексы, где люди могут проживать, совершать свои ритуальные какие-то действия. Вот. В этот раз я поехал с 2 тенденциями. Это первое – это чтобы увидеть, как люди живут длительное время, как там проживают люди, европейцы, россияне. Ну и вторая задача – это была подготовиться к более длительному пребыванию, скажем так. То есть проникнуть в инфраструктуру, в культуру, для того, чтобы понимать лучше и местное население, и вообще как можно выживать. Как тебе удалось стать звездой Болливуда? В Индии есть 3 основных съемочных площадки. Болливуд – это одна из основных, одна из самых старых площадок. Она находится в городе Мумбаи. У нас же съемки проходили в городе Хайдарабад. Это тоже очень крупный город с населением более 8 миллионов человек. Эта площадка в себя включает более 500 съемочных локаций. Это очень крупная площадка, но называется она Толливуд. Т, первая буква. Попал я туда очень случайным образом. То есть товарищ, с которым я познакомился в Гоа, пока я там проживал, просто пригласил на разовую съемку. Мне посчастливилось попасть на шутинг. И многие старожилы, кто там жили, они говорили, что многие слышали о наборе в эти съемки, но не попали туда. Ну, в общем, это случайность чистой воды. Кого ты играл? Играл я бандита, причем не русского бандита, там не русскую мафию, а это съемки фантастического фильма. Он выйдет в августе этого года. Фильм называется «Саху». Вот. И играл я там одного из бандитов. Чем тебя удивила эта страна? Опять же, у любой монеты есть 2 стороны. Как говорится, у медали есть 2 стороны. Первая сторона для меня, как жителя России, это сторона предвзятая, так же, как и другие к России относятся, что здесь медведи по улицам ходят, и люди только и делают, что пьют водку. Также была такая сторона, что Индия – это очень грязная страна, это отсталый менталитет, это страна третьего мира и так далее. Там же я увидел совершенно другую сторону медали. Как раз-таки это то, что Индия, она не очень грязная страна. Я бы сказал, местами Россия намного грязнее, над чем нужно работать. И я бы сказал, что нужно равняться на Индию в некоторых вопросах. В вопросах медицины, например. Так же, как и продукты питания. Там очень все вкусные, здоровые пища.
натуральные не только фрукты, но и натуральная пшеница, натуральные какие-то другие ингредиенты. Твои советы тем, кто в ближайшее время собирается посетить Индию? У меня будет целая лекция на эту тему. То есть меня пригласили сюда, в Уфу, друзья-коллеги, для того, чтобы я выступил на лектории. Вот. Будет запись в интернете, и это будет где-то около часа рассказа, больше, чем здесь эфирного времени. И там я смогу рассказать тонкости, лайфхаки, как сейчас это популярно говорить. Вот. В целом я хочу сказать, что не нужно бояться. Нужно обязательно учить английский язык. Саша, что в твоих дальнейших планах? Куда ты еще собираешься поехать? В моих дальнейших планах это в конце апреля я собираюсь уезжать в длительное путешествие. Пока я стараюсь не распространяться на тему того, как будет проходить мой путь, но предварительно я говорю, что возможно это кругосветка. Вот. Я уже начал считать бюджет, это очень большие деньги. Я хочу проехать всю Россию с запада на восток. И уже с востока стартовать в Японию, в Америку. Вот. Совершить, скажем так, крюк по Америке. И если получится, потом я уже сделаю петлю по Африке, по Азии. И если все хорошо сложится, опять же, я говорю, если у меня получится с моим бюджетом, или если я найду хороших, достойных партнеров, которые смогут мне обеспечить, скажем так, закрыть часть моих расходов, а я им смогу отбить это рекламой или еще как-то. Ну, успехов тебе. Успехов. Спасибо. Благодарю. В Уфимском лектории Русского географического общества побывал новый гость, известный в стране ученый, писатель и путешественник Михаил Кречмер. Кандидат биологических наук, путешественник с более чем 30-летним опытом работы в полевых условиях, Михаил Кречмер рассказал об опасных и незаслуженно приписанных к ним диких животных России. Кстати, в прошлом году Михаил Кречмер выступил перед уфимской аудиторией с лекцией о том, как себя вести и обезопасить при встрече с медведем. Тогда его выступление на лектории вызвало не меньший интерес, чем в этом году. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Жду ваших откликов и предложений на сайт Русского географического общества в Башкортостане rgo-rb.ru. До свидания.